Открытое акционерное товариство «Рогознянске» – одно из лидеров у Жебінкаўскім районе. Господарка специализуется на вытворчестве молока, тому у структуры пасёўных плошчаў значное место займаюць кормовые культуры, але пад увагай зерневые. У мінулым годзе іх намалацілі каля 6 тысяч тонн. Зараз у господарцы полным ходом ідзе падрыхтоўка до сёлетняй уборочной. Технически у нас есть все свое. Мы к услугам сторонних организаций не прибегаем. По всем видам уборки культур. У нас есть свой холмер для уборки сахарной свеклы. Есть импортные комбайны для заготовки кормов. И вот видите, напротив, за спиной мы, значит, наши комбайны, кстати, белорусские зерновые комбайны, на мой взгляд, очень хорошая техника. Значит, нас их 6, нагрузка довольно большая, но высокая организация труда, дисциплина. Мы справляемся с 6 комбайнами, 1600 гектаров зерновых мы убираем без труда. Владимир Штандауэр у Рогознянскім уже 4 годы. У Беларусь приехал с Казахстана. Зараз працуе по специальности – зварщиком. Уже 4 года почти. Изначально я был слесарем на молочной ферме, а потом перевелся сюда на сварках. Условия нормальные, все есть. Спецодежда, все есть. Работа устраивает. Для правядзення жніва неабходна стварыць надзейныя умовы для людзей. Узровень падрыхтоўкі правяраюць і ацэньваюць у тым ліку тэхнічныя інспектары областного объединения профсоюзов. Мы, конечно, смотрим и вопросы пожарной безопасности. Обязательно будем смотреть, как готовится хозяйство к тому, чтобы обеспечить тружеников на уборке, тружеников села на уборке урожая всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, средствами индивидуальной защиты, горячим питанием. И, конечно же, обращаем самое пристальное внимание на обеспечение соблюдения требований правил по охране труда. И в ремонтных мастерских, и при подготовке зерноуборочных комбайнов, и зерносушильных комплексов, конечно же, и автомобилей, и другой техники. Увага до забеспячэння гарачым харчаваннем. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Рогознянске» супрацоўнікаў кормяць за кошт наймальніка 1 раз у дзень, падчас жніва ўжо 2 разы. Ёсць і спецыялізаваныя памяшканні для ежы, а для работы ў полі закуплены мабільны пункт харчавання. Правяралася і наяўнасць спецадзення супрацоўнікаў. Все работники обеспечены спецодеждой. Мы даже планируем в этом году, чтобы было 2 комплекта спецодежды для того, чтобы работник мог бы ее заменить. Профсоюзы рекомендовали нам идти покупать уже трактористам и водителям сандалии, так что обувь, ботинки – это в такой сезон уже не очень хорошо в них ходить, и неудобно, им очень жарко, все. Теперь мы будем приобретать эти сандалии и выдавать работникам для того, чтобы ногами их было легче ходить и удобнее. Моніторинги толькі пачаліся. Тэхнічныя інспектары Брэсцкага абласнога аб'яднання профсоюзаў наведаюць усе сельгаспрадпрыемствы в области.